21 апреля в Нижнекамской мечети Джами прошел конкурс чтецов Корана среди детей Нижнекамского района. Это мероприятие ежегодное, но год от года изменяется состав участников. Все больше детей заучивают аяты Корана и тем самым укрепляют преемственность поколений и увеличивают довольство Всевышнего нашим обществом. С тех самых пор, как была ниспослана эта священная книга, среди людей находились те, кто заучивал ее наизусть. Такие люди пользовались особым уважением, и им доверяли ответственные должности, потому что так делал сам пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Чтобы воспитать Коран хафиза, конечно, нужны условия. Ребенок должен заниматься с детства. Нужно, чтобы была соответствующая среда и развитая инфраструктура мусульманской общины. Прошедший конкурс чтецов Корана как раз та ступенька, по которой наши дети смогут подняться к вершинам духовного развития, если будет на то воля Аллаха. Для проведения конкурса из Центра подготовки хафизов Корана при Российском исламском университете в городе Казань приехали Ибрагим Хазрат Сабиров и Мухаммад Риза Хазрат Бурхонов. Оба они Коран-хафизы и прекрасные чтецы, в чем нижнекамцы смогли убедиться сами. Как рассказал организатор Абдуль-Карим Хазрат Гизатуллин, конкурс прошел в 3 номинациях. До 7 лет, от 7 до 15 и знание 30-го джуза. Из 46 мальчиков и 43 девочек выявили лучших, но победителями стали все участники. Всем были вручены подарки и призы. При содействии РИУ Центр подготовки хафизов Корана вручил каждому участнику красивые издания тафсира Корана. Особую радость 2 победителям, Хамзе Хабибрахманову и Ахмаду Аухадиеву, доставили подаренные от спонсора планшеты. Дети очень радовались этим современным гаджетам, а родители недоумевали, чему здесь так радоваться. Ведущим конкурса был Абдуль-Карим Хазрат Муратов. Он провел мероприятие так, что соперничества не было, был праздник. Пользуясь случаем, я призываю всех братьев, сестер, чтобы они учили своих детей священному Корану, и чтобы в каждом махале и в каждом городе были хафизы Корана. День получился праздничный и полезный. Плюс ко всему, после конкурса было подано традиционное угощение по случаю рождения детей у прихожан мечети. Участники конкурса, гости Нижнекамска, среди которых был и муфтий Удмуртии Фаис Мухаммедшин, с удовольствием покушали горячий плов, попили чай со сладостями и сделали дуа. Попросили у Всевышнего Аллаха, чтобы Он дал счастье, мирную и благополучную жизнь новорожденным, их родителям и всей нашей стране.